Здравствуйте! О новостях четверга вам расскажет программа «Интересная» и я, Виктория Павлова. Итак, смотрите сегодня в нашем выпуске. Якутия на пороге нового витка своего развития. Нефтегазохимическая отрасль должна стать одной из важных строк в бюджете. Подводим итоги второго этапа реализации национального проекта «Здоровье». Поздравления Александра Кимкемена профсоюзному движению республики. Новогодняя премьера в детском музейном центре. Итальянская комедия «Дель Арте» «Король-олень». Не переключайтесь, местные новости – это всегда интересно. Сегодня президент республики Вячеслав Штыров провел заседание, на котором были рассмотрены вопросы развития нефтегазохимической отрасли экономики в Якутии. Перспективами в этой области экономики интересовалась и наш корреспондент Лариса Анисимова. А перспективы, оказывается, уже давно нарисовали. Да еще и главные исполнители на это дело нашлись. Сегодня презентовали первый в республике газохимический завод, который взялось построить закрытое акционерное общество «Восточная газохимическая компания». Будущим местом расположения нового чуда экономики станет поселок Жатай. После выступления генерального директора Восточной газохимической компании президент республики Вячеслав Штыров буквально засыпал его вопросами. Рассматривался вопрос размещения этого производства в Нижнем Бестяхе? Вопрос в Нижнем Бестяхе рассматривался до стадии того, как мы приступили к практической реализации этого проекта. И здесь рассматривался целый комплекс в части надежности поставок сырья на завод, возможности и планы, какие существуют по развитию газотранспортной системы Якутии. То есть она будет способна ли транспортировать необходимый объем природного газа в район Нижнего Бестяха. Рассматривался вопрос, связанный с социальный аспект, то есть, потому что аспект, связанный с емкостями хранения продукции, в том числе нефтепродуктов. Поэтому вот данные мы не считали, я не могу привести экономические расчеты, но с точки зрения надежности обеспечения сырья, с точки зрения доступа квалифицированных кадров, то есть где будут люди жить, где они будут работать, и с точки зрения Жатайской нефтебазы выбор был такой, как в районе поселка Жатай. Ну, из всего этого набора разных слов, которые вы сказали, заслуживает внимания только один вопрос. Это наличие нефтебазы, чтобы разместить нефтепродукты, а все остальное как так. Там, база, социальная, вообще вопросы это не следует. В принципе, это... И сырьевая база. Ну, сырьевая база, вторая нитка газопровода строится ведь через реку Лену. Но она не сможет давать 1,5 миллиарда кубических метров газа. Почему? Кто сказал? 2 трубы по 500. Наверное, в сумме-то, наверное, это 2 миллиарда, а не 1,5. Годовая это производительность. Итак, рано или поздно газохимический завод на территории республики обязательно появится. Не вдаваясь в техническую и политическую составляющую вопроса, хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты. Метинол и аммиак, которые будет производить этот завод, являются сильными отравляющими веществами. А Жатай – это довольно-таки густонаселенный пункт. Да и главная водная артерия республики рядом. Метинол – это то же самое, что и метиловый спирт. Применяют его главным образом в производстве формальдегида, различных эфиров, которые в частности служат исходным материалом в производстве синтетического волокна лавсан. А метинол – яд, действующий на нервную и сосудистую систему. Аммиак же используется также для получения синтетических волокон, например, нейлона и капрона. В легкой промышленности он используется при очистке и крошении хлопка, шерсти и шелка. В нефтехимической промышленности аммиак используют для нейтрализации кислотных отходов, а в производстве природного каучука аммиак помогает сохранить латекс в процессе его перевозки от плантации до завода. Он может быть использован в сталелитейной промышленности. Как видите, вот таковы у нас перспективы. А в республиканском пресс-центре сегодня министр здравоохранения Вячеслав Александров подводил итоги второго этапа реализации национального проекта «Здоровье». К сожалению, министра журналисты не дождались, но зато прибыла целая сборная команда специалистов министерства. Безусловно, старт национального проекта «Здоровье» дал многое для развития здравоохранения, для улучшения материально-технической базы медицинских учреждений республики. Опять же, повысилась заработная плата медиков. Главный специалист Минздрава Кюндюл Иванов сегодня рассказал, что поддержка
поддержку, кроме правительства, оказывают и другие финансово-кредитные учреждения. Так, Европейский банк реконструкции и развития готов выдать кредит в размере 300-400 миллионов рублей на оснащение будущего кардиологического центра при медицинском центре. Строительство завершится в скором времени. И якутяне, которым требуется аортокоронарное шунтирование, тут же сразу вспомнился случай с Борисом Ельциным, царствие ему небесное, могут быть оперированы, не выезжая за пределы республики. Также в кардиологическом центре будет оказываться полный комплекс услуг пациентам с диагнозом острый инфаркт миокарда. Следующая тема, тоже волнующая всех без исключения, это иммунизация населения. Идет очень большой объем привита против гепатита. 123 тысячи человек. Это трехкратная вакцинация. В общем, поступило вакцин против гепатита 369 100 доз. Это очень большая работа. Против гриппа привита 299 900 тысяч человек. Значит, против краснухи привита 63 258 человек. И инактивирована полиомиелитная вакцина тоже от трехкратном привите 222 ребенка. По сравнению с прошлым годом это почти в 2 раза большая цифра, увеличилась показатели. И в связи с этим можно сказать, что по сравнению с 2005 годом, за 2 года работы, огромной работы, можно сказать, добились мы показателей очень даже таких, что заболеваемость краснухой и гриппом у нас снижена на 1 декабря 2 раза. Против гепатита тоже в 1,6 раз у нас снижена заболеваемость. Показатели говорят о том, что наша работа эффективна. Еще одно достижение якутской системы здравоохранения – это участие в федеральном списке медучреждений в реестре исполнителей заказчиков по оказыванию высокотехнологичной помощи в области нейрохирургии. Наш медцентр в 2007 году, кроме своей республики, принимал больных из Камчатской, Магаданской областей. Переход профсоюзов от школы коммунизма к школе социального партнерства идет полным ходом. Лидер Федерации независимых профсоюзов республики с удовлетворением, отмечая успехи на этом пути, обращается к своей почти 300-тысячной армии со словами поздравлений с наступающим 2008 годом. Дорогие якутяне, мне сегодня очень приятно от имени Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия горячо и сердечно поздравить вас с наступающим 2008 годом. Хотел бы отметить, что уходящий 2007 год был очень знаменательным на разные события, и он проходил под знаком 375-летия вхождения Якутии в состав российского государства. Хотел бы отметить, что он и для профсоюзов был знаковым, поскольку мы в этом году добились права законодательной инициативы. В этом году мы провели спартакиаду трудовых коллективов, в которых принимали участие все отраслевые профсоюзы. Я думаю, что в 2008 году мы продолжим наши добрые традиции по отстаиванию социально-трудовых прав граждан. В этом направлении проведена большая работа, в том числе по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы, индексации заработной платы для работников, которые работают на селе, в арктической зоне. В следующем году совместно с Министерством культуры мы планируем проведение фестиваля творческой самодеятельности. И я думаю, что это будет хороший фестиваль, когда мы обнаружим очень много народных талантов. Вообще, накануне Нового года я хотел бы пожелать всем вам крепкого, как якутский алмаз, здоровья, полноводного, как река Лена, благополучия, счастья. И чтобы мы в 2008 году прожили успешно ради процветания нашей республики и нашей Родины, Российской Федерации. В преддверии новогодних каникул все родители мучаются вопросом, чем занять свое чадо. Сводите ребенка в театр, не ошибетесь, на живую сказку. Сегодня в Национальном художественном музее юные артисты театра-студии пригласили нас на премьеру новогоднего спектакля по пьесе Карла Готце «Король-олень». Здесь мы встречаем много разных образов, которые при взаимодействии дают очень интересную